С наступлением осени в странах Центральной Азии начинается не только учебный год, но и ставший традиционным сезон сбора хлопка, где роль главных сборщиков отведена школьникам и студентам. Традиция привлечения детей к сбору урожая хлопка в Центральной Азии берет начало со времен СССР. Малооплачиваемый труд с массовым участием школьников решает проблему нехватки рабочих рук и скорейшего сбора важного для властей региона стратегического продукта. Правозащитники прозвали этот труд не иначе, как рабским, еще и потому, что в руки сборщиков выдается не больше, чем 11 центов за килограмм. Крупнейшим производителем хлопка в регионе, входящим в пятерку мировых экспортеров, является Узбекистан. Здесь производится до 3,5 миллионов тонн в год. Факт использования детского труда вынудил мировые торговые бренды, такие как Tesco, Gap, Marks & Spencer, бойкотировать Ташкент. Всенародная мобилизация на сбор хлопка в Узбекистане в полном разгаре. На хлопок свозят всех, кроме больных, пенсионеров и тех, кто откупается взятками. Под давлением международного сообщества, трубящим о детском труде, в этом году премьер-министр Шавкат Мирзияев приказал освободить от сбора детей, не достигших 18-летнего возраста. Крупномасштабная кампания не обходится без человеческих жертв. Узбекская служба радио «Свободы», радио «Озотлик», передает, что в Ташкенте на днях автобус, везший хлопкоробов, сбил человека насмерть. Несколько студентов получили травмы в результате другого инцидента, когда два автобуса, набитых сборщиками, попали в аварию. Достоверно известно, что в прошлом году во время хлопковой кампании погибли по меньшей мере 9 человек, включая одного школьника и нескольких студентов. На радио «Озотлик» уже поступают сообщения о том, что на местах приказ премьера Мирзияева не выполняется, и первокурсники колледжей младше 18 лет также привлекаются к принудительному труду. Репутация страны, международная репутация страны очень сильно страдает из-за того, что постоянно правительство критикуется за такую одиозную практику, которую не наблюдается ни в одной из хлопкосеющих стран мира. Принудительный труд является краеугольным камнем государственной политики, которая спонсируется правительством Узбекистана и санкционируется им. Политика принуждения к сбору белого золота привела к образованию взяточничества невероятных масштабов. Чистый доход от продажи узбекского хлопка варьируется в пределах $1,5 миллиарда. Спрашиваю, куда девается тот самый мифический миллиард, который правительство выручает от реализации хлопки? В государственном бюджете его нету. Ни в доходной части, ни в расходной части. Мы не видим этих денег. В соседнем Таджикистане, где хлопок наряду с алюминием составляет важную статью экспорта страны, сбор хлопка также не обходится без участия детей. На одном из хозяйств Яванского района побывали журналисты радио «Озоди». Севара в этом году заканчивает 11 класс местной школы. Сегодня она в школу не пошла, решила хлопок собирать. В день ей удается собирать до 110 килограммов хлопка. Обычно я учусь, но сегодня решила пойти на сборы хлопка. Из нашей семьи 2 человека занимаются этим. Почему я этим занимаюсь? Жизнь заставила. Эти дети, как и, впрочем, их родители, невольные заложники ситуации. В условиях нужды и безработицы хлопок становится единственным средством выживания. 8 лет назад в Таджикистане президент и Министерство образования запретили использование детского труда при сборе хлопка. В администрации района знают о таком запрете. Дети на сбор хлопка не привлекаются. Те, кто выходит на поле, занимаются этим после школы и чаще всего выходят потому, что помогают своим родителям. Международная группа по предотвращению кризисов в своем аналитическом докладе от 2005 года писала, что объявленный вне закона детский труд в странах Центральной Азии продолжает существовать в силу того, что находящиеся под давлением выполнения планов руководители администрации районов закрывают школы и университеты, отправляя детей и преподавателей на поля. Построенная на использовании дешевого труда хлопковая отрасль в этих странах носит вклад в политические репрессии, экономический застой и деградацию окружающей среды. По мнению аналитиков международной организации, преобразование и реформы хлопкового сектора могли бы способствовать росту производства хлопка. Но это невыгодно экономическим и политическим элитам.
Глава Центра свободного рынка Нозим Ишанкулов уверен, что из года в год хлопковая отрасль становится все более нерентабельной. Последние годы цены на хлопок, котировки на мировых биржах с каждым годом идут все ниже и ниже. Так, например, в 2011 году пик цены за хлопок за 1 тонну составляла $5200, когда сейчас, в 2014 году, уже 3 года спустя, эти котировки находятся на уровне $1700-1800, ну, максимум $2000 за тонну. В связи с этим покрытие расходов, связанных с выращиванием каждой тонны хлопка, не оправдывает, то есть те доходы, которые получают за счет продажи, не покрывают те расходы, которые несут фермеры. Хлопководство в Туркменистане с сильнейшими традициями административно-командной системы сейчас является приоритетной сферой сельского хозяйства. Однако, по сравнению с соседями, в этой стране налажена система экспорта готовой текстильной продукции. В этом году хлопкоробы обязаны сдать государству более 1 миллиона тонн хлопка. Говорят, 90% урожая здесь собирается вручную, в том числе с участием детей. Примечательно то, что наряду с поставками хлопка-сырца последние годы Туркменистан стал и страной-экспортером текстильной продукции. По некоторым подсчетам, 70% производимого в стране текстиля уходят за рубеж. Такие известные торговые марки, как Икея, уже много лет выставляют на продажу постельное белье с обозначением «Made in Turkmenistan». Эксперты говорят, выручка от реализации продукции туркменской текстильной промышленности уступают лишь доходам от нефтегазового сектора страны. В Казахстане, где производство хлопка не было приоритетной задачей, выращиванием этой культуры занимаются лишь в Южно-Казахстанской области. Объемы достигают до 400 тысяч тонн в год. Однако и здесь процесс сбора хлопка сопровождается беспокойством правозащитников по поводу использования детского труда. За час Бану собрала 18 килограммов хлопка. Говорит, что за 1 килограмм получает от 15 до 17 тенге. Свою фамилию девочка не называет. Говорит, что учится в 6 классе. Час собираю хлопок, потом час уходит, чтобы добраться до дома. Чай попью, после 12 часов иду в школу. Это хлопковые поля близ села Махтажан в Махтаральском районе Южно-Казахстанской области. Именно в этом районе высевается 80% казахстанского хлопка. Местные люди утверждают, что детский труд здесь для сбора хлопка не используется. Из нашей школы никто не собирает хлопок. Мы учимся в это время. Для сбора хлопка к нам приезжают из Узбекистана. Но сбор хлопка – единственный заработок зачастую и для некоторых местных семей. Руководство школы говорит, что каждый родитель сам решает, что делать его ребенку вне школы. Детей к сбору хлопка, как раньше, не привлекают, никого от учебы не отвлекают. Но есть малообеспеченные семьи, которые просят нас отпустить своих детей на 1-2 дня. Тогда можем их отпустить на 1-2 дня, остальных нет. В Кыргызстане объемы выращивания хлопка-сырца уменьшились в 2 раза. Продукция идет в основном на экспорт. В Кыргызстане пассивные площади хлопка достигли дореволюционного уровня. 100 лет назад, в 1913 году, на территории республики было засеяно 22 тысячи гектаров, тогда как в советское время пассивные площади под хлопок достигали почти 80 тысяч гектаров, а объем произведенной продукции составлял более 200 тысяч тонн хлопка-сырца. А сейчас у нас чуть больше 100 тысяч, то есть почти что 2 раза мы потеряли. И мы потеряли еще и качество. Поэтому сейчас нам нужно восстанавливать былую славу. К сокращению пассивных площадей и замене хлопка на полях на другие культуры приводит и низкая закупочная цена на хлопок-сырец. Несмотря на рост мировых цен на белое золото в первом квартале 2014 года, в Кыргызстане закупочные цены не повышаются. До сегодняшнего дня крестьяне не знают, по какой цене перерабатывающие заводы будут закупать хлопок и покроют ли они их расходы. На сегодняшний день неизвестна цена на хлопок-сырец. Мы подготовили 1 вагон хлопка на экспорт, только после взятия ПРО будет известна закупочная цена. Кроме того, из хлопка получают масло. В соответствии с этим будет установлена окончательная цена. Весной мы выделяем крестьянам деньги на удобрения и своевременный сбор хлопка.
Поэтому сейчас они привозят хлопок только для хранения. Более 90% хлопка, произведенного в Кыргызстане, идет на экспорт. Действующая модель хлопковой отрасли в Центральной Азии, по мнению экспертов, уже давно изжила себя. Критики считают, что пока не изменится общая концепция системы, направленная лишь на обогащение заинтересованных в ней групп, вряд ли удастся искоренить сопутствующие тому проблемы, как детский труд, безработица сельского населения и упадок самой отрасли.